Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Хират. Сегодня мы в гостях у замечательного человека, педагога с более чем 30-летним стажем работы. Дон Екатерина Геннадьевна. Здравствуйте. Мы уверены, что наше сегодняшнее общение будет не только интересным, но и полезным для каждого из нас. Здравствуйте. Добрый день. Екатерина Геннадьевна, представьтесь, пожалуйста. Расскажите немного о себе. Екатерина Геннадьевна Дон, учитель биологии и географии, участница международного гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом». Родом я из города Тихорецка, Краснодарского края, небольшого уютного городка на юге Российской Федерации, крупнейшего железнодорожного узла Северного Кавказа. Я думаю, что все о нем вы слышали из песни о кинофильме «На Тихорецкую состав отправится». Что привело вас в профессию учителя? И сколько лет вы уже работаете в Таджикистане? Вообще, конечно, выбор профессии всегда сложный момент в жизни каждого человека. И в детстве вообще мечтала стать врачом, но с легкой руки учителя биологии, директора, моего наставника, заслуженного учителя Кубани Лидии Даниловны Полищук, я стала учителем. И когда выбирала направление своей работы, были разные варианты: учителем математики, русского языка. Но вот так волей судьбы мне выпало, что стала именно учителем географии и биологии, и нисколько об этом не жалею. Очень люблю свой предмет и люблю свою профессию. А как вы попали именно в Таджикистан? 25 лет ровно отработала в одной единственной школе, которая была в моей биографии трудовой. Это школа станицы Еремизино-Борисовская, Тихорецкого района, сельская школа. Совсем небольшая, с замечательным творческим коллективом педагогов. Тоже у меня оттуда много учителей, которые являются моими наставниками. И всегда мечтала путешествовать, всегда мечтала узнать что-то новое. В принципе, я во время работы всегда выбирала такие моменты, которые, может быть, создавали проблему творческого поиска, какие-то путешествия вместе с детьми на месте работы. Но мечтала о каком-то большом путешествии. И вот участие в проекте для меня это было именно такой возможностью. То есть совмещать и свою педагогическую деятельность, и возможность посмотреть другую страну. В тот момент я даже не знала, что я попаду в Таджикистан. Я вообще изначально писала заявку на Сербию. Вообще интересная история была того, как это все происходило. Я о нем слышала много раз. И все себе в голове думала, вот бы мне попасть в этот проект и посмотреть другие страны, попробовать, может быть, себя в роли педагога в другой стране, в других условиях, абсолютно в новых. И в тот момент все совпало, скажем так, звезды сошлись, и я приехала в эту страну в октябре 2019 года. Хотя писала заявку на Сербию, но попала именно сюда. То есть Таджикистан сам меня выбрал. А в каких образовательных учреждениях Таджикистана вы работали? За это время, да? Да, за все это время. В Таджикистане я уже 5-й год, и первых 2 года, это получается 2019-2021 учебные годы, я работала в лицее номер 2, химико-биологическом для одаренных детей. Это в районе Цирка находится лицей. Там достаточно мотивированные были дети, победители, призеры олимпиад. Они все были нацелены на приобретение профессии, связанной с биологией, либо это медицинские вузы, либо это какие-то химико-биологические. И поэтому, на мой взгляд, это были самые мотивированные дети в области изучения биологии как моего предмета, именно в том лицее. Спасибо большое. Давайте теперь поговорим о ваших впечатлениях о Таджикистане и его культуре. Скажите, пожалуйста, какое первое впечатление у вас сложилось о Таджикистане? Первые 2 года работы в Таджикистане я преподавала биологию в лицее для одаренных детей номер 2, химико-биологическом, где дети были очень увлечены изучением биологии, химии в том числе. Я у них преподавала биологию. И среди них есть победители и призеры республиканской олимпиады по биологии, научно-практических исследовательских конкурсов. Еще раз отмечу, что дети очень были мотивированы, и до сих пор я их встречаю в городе,
и они выражают свою признательность и благодарность за мой вклад в их профессиональную карьеру. Кстати, вот в этом году девушка поступила имени Пирогова в академию в Москве, и мы поддерживаем с ней связь, она делится своими проблемами. Кстати, были немножко проблемы с зачислением, она поступала по квоте между Россией и Таджикистаном, и все время она делится со мной своими достижениями, проблемами, и я ей помогаю во многих вопросах. То есть, хотя мы уже много лет не работаем вместе, но связь поддерживаем. Ну, вообще замечательно, когда вот я на своем примере вот скажу, что до сих пор со своим наставником я тоже поддерживаю Конечно, очень теплые обязательно. отношения. Это прекрасно. Давайте теперь поговорим о ваших впечатлениях о Таджикистане и его культуре. Какое первое впечатление у вас сложилось о Таджикистане? Так, Таджикистан. Таджикистан, конечно, еще раз повторюсь, что никогда не планировала. И если бы мне сказали, что поедешь в Таджикистан работать, я, наверное, даже бы немножко удивилась и сама. Но вот так волей судьбы Таджикистан выбрал меня. И я приехала в эту удивительную страну. Мы приехали осенью, конечно, было холодно, но гостеприимство местного населения, местных жителей, ну, в буквальном смысле слова, наверное, решило все вопросы, связанные с теплом. Поэтому, по-моему, гостеприимство таджиков не знает границ абсолютно. И вот за годы пребывания в этой стране, ну, мнение о таджиках у меня только улучшается. Как вы воспринимаете Таджикистан и его культуру? Какие аспекты вам особенно понравились? Таджикистан – это уникальная страна с самобытной, богатой национальной культурой. Для меня каждый день в Таджикистане – это открытие. В рамках своей работы по проекту я сталкивалась со многими выдающимися людьми здесь, в Таджикистане. Это и выдающиеся художники, например, Бахром Исматов, Далер Мехтоджев, Фарух Нигматзада и другие люди, с которыми мы проводили совместные мастер-классы Третьяковской галереи и Министерства образования Российской Федерации, когда дети, вдохновленные картинами русских художников, рисовали свои картины. Ну, например, с Далером Мехтоджевым мы рисовали «Павлин под южным солнцем» картину. Я думаю, что тут даже совпало то, что все-таки символ Таджикистана – павлин, достаточно яркая, колоритная страна с яркими красками. Очень самобытные наряды женские, всегда потрясают своей красотой, оригинальностью. Украшения таджикские, тоже тут вообще нет слов. Я сама очень люблю, знакома с местными ювелирами, которые делают такие уникальные изделия, пользующиеся популярностью во всем мире. Екатерина Геннадьевна, а столкнулись ли вы с какими-то трудностями в процессе адаптации к новой работе и социальной среде? Трудности, ну, наверное, трудности у всех и всегда бывают. Тут все зависит от того, как мы их будем воспринимать. Еще раз, когда приехали в эту страну, мы в тот год поселились вместе с моей коллегой Яркоевой Александрой, учителем химии. Может быть, с этой стороны было немножко легче. Но когда ты попадаешь в новую страну, когда ты не знаешь вообще ничего, куда пойти, где купить какие-то необходимые вещи, продукты, это, конечно, сложности. Это называется выйти из зоны комфорта. В России я работала в достаточно комфортных условиях, понятно, жила дома, все у меня было обустроено, жила близко со школой, в кабинете была интерактивная доска, полное оборудование. И когда приехала сюда, естественно, я, мозг, это называется, все воспринимал по-новому, это выйти еще раз на другой уровень. А начали ли вы понимать таджикский язык? Таджикский язык, конечно, в какой-то степени понимаю, многие слова уже знаю. Дети иногда удивляются, когда им, используя таджикские слова, говоришь что-то. Они: вы знаете таджикский язык? Я: нет, конечно, знаю, не могу сказать, но, естественно, считаю, что обязательно надо узнавать язык того народа, где ты находишься, в той стране, в которой ты работаешь. Екатерина Геннадьевна, давайте теперь поговорим о вашей педагогической деятельности и вашем профессиональном развитии. Какие методы и подходы в обучении вы используете в Таджикистане? Естественно, любой учитель складывается в течение всей своей педагогической деятельности. То есть навыки нарабатываются, начиная с момента того, как ты приходишь в профессию, и, в принципе, это никогда не останавливается. То есть главная задача учителя – это не стоять на месте, развиваться, совершенствоваться, учиться новому. Вообще мой педагогический девиз
Я ищу, значит, я обучаю, я ищу, значит, я обучаюсь. То есть обучение – это непрерывный процесс, причем мы учимся не только там, у кого-то взрослых, но мы учимся и у детей постоянно. То есть это двусторонний обмен энергией, мыслями, чувствами и всем остальным. Как раз сейчас такое время, когда именно взрослые учатся у детей, а не наоборот. Да. Согласна с вами. Да, то есть каждый день встречаем мы человека, который носитель какого-то уникального опыта. Ну и я, в принципе, благодарна своей судьбе за каждого ученика и каждого учителя в своей жизни. Подскажите, пожалуйста, есть ли различия между методами преподавания в Таджикистане и России? Если да, то какие? Вообще стараюсь всегда видеть в каждом ученике неповторимую и уникальную личность, уважать их мысли и чувства. На уроках, хоть в России, хоть в Таджикистане, стараюсь заводить мозг ребенка, иногда использую какую-то цепочку вопросов. То есть начинаем с самого простого. А чем ты сегодня завтракал с утра, да? Что у тебя было на завтрак? Или это может быть какой-то обыкновенный листок, с которого ты начинаешь говорить, так, что это такое, да? Для чего это? Почему? Почему он такой? Почему он упал? Почему он здесь находится? И так далее. Первое время, вот к тому, что есть ли различия между детьми в Таджикистане и в России, я думаю, что дети везде одинаковые, они любознательные, любопытные, но не всегда они работают на полную свою мощь. То есть очень часто дети перестают стараться, особенно в старших классах. То есть чем дальше они учатся, тем чаще они находят какую-то сферу своих интересов и говорят, допустим, мне ваша биология не нужна. И, конечно же, главная задача учителя в этом случае – объяснить, что, в принципе, я ведь не учу ни биологии, мы учимся жизни. В жизни нет ни географии, ни биологии, ни физики, отдельно ничего нет. Мы должны научиться применять свои знания в реальной практической деятельности. Во-вторых, любое обучение – это формирование новых нейронных связей. Я думаю, сейчас много об этом говорят, и все слышали о том, что именно нейрогимнастика, именно какие-то приемы, направленные на развитие мышления, способствуют тому, что мы легко будем обучаться абсолютно чему-то другому. То есть вы сейчас, уча биологию, учитесь осваивать свою будущую профессию, которая, может быть, вообще не связана с биологией. Для программистов? Абсолютно. Вот то, что вы затронули нейрогимнастику, в процессе создания искусственного интеллекта очень много затронута именно нейронная связь. Так вот, вся жизнь наша – это нейронные связи, да? То есть начиная с того, что как мы начинаем, рождаемся, у нас они формируются, и ребенок находится на той стадии, когда нейронов много, они готовы работать, но связи еще нет. Да? И вот от того, как мы формируем эти связи, зависит то, насколько он будет успешен в дальнейшем абсолютно в любой своей сфере деятельности. Ведь сейчас ценится тот специалист, который может создать какой-то свой креативный, уникальный продукт абсолютно в любой сфере деятельности. Не знаю, уже повторяюсь, наверное. Считаете ли вы международное сотрудничество в сфере образования между Россией и Таджикистаном важным? И какую роль в этом играете вы? Да, конечно. Наш проект нацелен на то, чтобы укреплять мир, дружбу между странами, заниматься популяризацией русского языка, русской культуры, российской науки, образования с целью укрепления отношений между людьми. То есть это своеобразный мост дружбы, который прокладывается между людьми. Вот еще к вопросу, чем отличаются ученики и ощущения от работы с таджикскими детьми. Знаете, когда ты работаешь долгое время с детьми, начиная берешь с 5 класса, ведешь их до 11 класса, уже идет такая своеобразная коэволюция, да? То есть дети под тебя подстраиваются, ты подстраиваешься под детей, понимаешь, на что они способны, что им интересно, и такое идет движение вперед, да, к цели, к тому, чтобы эту выпустить гармоничную личность из школы. Сюда, когда приезжаешь, понятно, новенькие дети, которые тебя видят первый раз, которые не знают вообще, что ты от них хочешь, у них уже есть свой какой-то определенный навык обучения, навык своих ответов. И первое время, кстати, в любой школе, я здесь уже работаю в 4-й школе, после лицея для одаренных детей я работала в лицее техническом имени Осими. Год работала, прошлый учебный год, работала в международной школе Кантафилд
тоже интересная школа. И вот в этом году я работаю в гимназии Сайт-Умар. То есть у меня уже есть опыт работы с детьми разных категорий, разных уровней, может быть, востребованности моего предмета с точки зрения. И я уже могу их сравнивать. Но везде хочу сказать, что, конечно же, важна личность учителя. То есть именно почувствовать вот этот вот, может быть, даже драйв от учебы они могут не сразу. То есть первое время, вот я уже заметила, у меня в каждой школе идет такой переломный. Всем не нравится вообще, что я от них хочу. Они привыкли, большей частью, привыкли выучивать какой-то текст. Ну, допустим, задали параграф. Они его выучивают, они могут его даже рассказывать чуть ли не наизусть. Но когда я потом спрашиваю, говорю, ну ладно, молодец, выучил наизусть, ценю, ну, не стоит, конечно. И когда начинаю спрашивать, а вот это вот что это? А зачем это? А куда это в жизни можно приложить? Куда это можно представить? И тогда они говорят, а что? Я же это выучил, почему не 5? Ну, почему? Я говорю, ну да, ты выучил отлично. Но самое важное – понимание. Поэтому вот всегда на своих уроках говорю, первое правило – это надо понять, что это, для чего, как это вообще прикладывается. И только потом уже учить. Да, учить очень полезно, учить полезно стихи, учить полезно какие-то цитаты, там, другие языки. Но везде важно именно понимание и осознание. Но потом, когда какое-то время переломное, первое время идет недовольство, почему она ставит не те оценки, и даже бывает ко мне подходят из администрации, говорят, ну почему ребенок, у него 5, там вы, а у вас вот у него бывает и 3, бывает и 4. Я говорю, ну мы-то оцениваем не самого ребенка, мы оцениваем то, насколько он понимает, чего хочет учитель. Ведь это, опять же, подготовка к профессиональной деятельности. Я всегда тоже привожу пример, говорю, ну вот смотри, ну я же это выучу, ну вот смотрите, я все, я-то вообще другой вопрос задала. И я другое задание совсем дала. Это точно так же, как вы на работе, вам начальник поручил сделать отчет за период какой-то, а вы приходите и говорите, я вам песню написал. Он говорит, да нет, мне не нужна песня, мне нужен отчет за какой-то период работы, да? Говорю, что он вам скажет? Да, он может сказать, что мне такой работник не нужен. Я, ну вот, говорю, любое обучение в школе – это подготовка к реальной жизни. То есть я считаю, это очень важно. И вообще использую очень часто метод ассоциаций, аналогий, метафоры. Это, опять же, тоже из нейролингвистического программирования. Очень часто начинаю урок с метафор. Там, жил один мудрец, да, поймал он бабочку, да, живая, мертвая. Все зависит от тебя. Сожмешь ладони, будет мертвая, откроешь ладони, будет живая. И всегда стараюсь, а что, а как это приложить к жизни? А почему эта метафора уместна для нас сейчас? Хотя там этот мудрец жил там, мы живем здесь. Очень люблю притчу про человека, который идет и ищет новое место для жизни. На вершине горы стоит старец, и вот подходит к нему человек и говорит, скажи, старец, какие люди живут в этом кишлаке или там в ауле? Старец подумал и говорит, ну, какие люди? А какие люди жили там, где ты жил? Ой, да люди такие, сякие, там они там то, и они такие злые, и все. О, нет, это иди, тут такие же люди. Другой путник идет, он спрашивает, старец, скажи, какие люди здесь живут в этом кишлаке? Ну, он задает тот же самый вопрос, и путник отвечает, очень хорошие люди жили, и, ну, так сложились обстоятельства, что мне надо было изменить свою судьбу или там свое место жительства. Будь добр, приходи к нам и живи с нами. То, как ты смотришь на мир, это именно проекция, твое зеркало, твоей души. Именно так. Екатерина Геннадьевна, вы являетесь победителем многих профессиональных конкурсов и получили много различных наград. Как эти достижения повлияли на вашу педагогическую деятельность? Ну, участие в конкурсах – это, конечно, здорово, но я никогда не ставила целью, что там мне надо поучаствовать в как можно большем количестве конкурсов, или что конкурсы – это показатель работы учителя. Да, конкурсы важны. Это возможность посмотреть на своих коллег, увидеть их опыт, обобщить их, взять для себя. Я всегда любой конкурс рассматриваю с точки зрения, что я возьму для себя в свою педагогическую деятельность. И, ну, с другой стороны, это возможность понять, на том ли ты уровне находишься. То есть, может быть, наметить какие-то стратегии для себя,
движения, что ты еще не делал, что ты не пробовал, что тебе надо сделать в своей педагогической деятельности. То есть любой конкурс для меня – это обмен опытом и возможность реально оценить свой вклад, может быть, в педагогику, в свою профессию и наметить новый горизонт. Давайте теперь поговорим немного о ваших целях и планах на будущее. Как долго вы планируете работать в Таджикистане? Я вообще думала, что год-два поработаю здесь и поеду в другую страну. Как-то затянуло, знаете, затянуло гостеприимство, затянули, может быть, люди удивительные, если честно, удивительные. У меня уже появился здесь свой круг знакомых, социум, причем это такие, еще раз, очень интересные люди в разных сферах деятельности, и в кино, и в журналистике, и, как я уже отмечала, художники, ювелиры, спортивные какие-то деятели, и у меня еще в планах прыгнуть с парашюта. То есть я давно этот план у меня был еще со студенческих лет, но до сих пор не сложилось. И я рассматриваю возможность того, что это должно, может быть, случиться здесь. Я еще не была на Памире, то есть мечтаю. И каждый год думаю что-то поменять, но в то же время понимаю, что я здесь еще не завершила какие-то моменты, какие-то гештальты. И в общем, не отпускает меня пока Таджикистан. Которые нужно закрыть. Да, мы предполагаем, а в жизни все, в принципе, происходит именно так, как должно произойти, как там говорят, Бог располагает. Поэтому как-то так у меня уже 5-й год, и не уверена, что смогу вырваться пока еще. Кстати, по поводу Памира, советую вам обратиться к Ладыгиной Ольге Владимировне. Она вам подскажет, она очень любит это дело. Можете с ней вместе, когда она будет организовывать какой-то тур, можете присоединиться. Тоже, понимаете, фактор времени, вопрос в чем. Да, я бы уже давно все бросила и уехала, но получается, что приезжаем мы к сентябрю, начало учебного года, тут как-то все, и уезжаем сразу по окончанию учебного года. А туда надо, сказали, когда ехать тепло. Но если честно, хочу обязательно, то есть побывать в Таджикистане и не побывать на Памире, вернее, прожить 5 лет на Таджикистане и не побывать на Памире, это, конечно, наверное, не лучший вариант, скажем так. Вы сейчас так тепло отзывались о Таджикистане, и до этого рассказали притчу про мудреца и пешего путника. Я, можно сказать, сейчас как этот мудрец выступлю, почему вас не отпускает Таджикистан. То есть вы с какой... Хушом-адет, можно просто сказать. Если там сказали, что заходи, живи с нами, то уверен, что Таджикистан и все люди, и все граждане говорят вам хушом-адет в Таджикистан. Да, причем я еще иногда в таких случаях, когда даже не ожидаешь от людей такой отзывчивости, куча таких примеров, не знаю, в разные. Я уже за свои годы собрала, в своей голове, понятно, эти примеры именно такой бескорыстной отзывчивости и доброты. Гостеприимство – это вообще, еще раз, я тут даже не буду повторяться. Тут абсолютно никогда ты не останешься голодным, тебя накормят, еще с собой дадут и принесут домой. И это все. И все это от чистого сердца. Да, кстати, я здесь, в Таджикистане, участвовала в марафоне. Первый раз назывался марафон «Россия-Таджикистан. Дружба народов». Надо было пробежать 10 километров. Это было, по-моему, в 2020 году. И я вообще не могу сказать, что я там такой великий бегун, но я всегда веду спортивный образ жизни, занимаюсь зарядкой, ходьбой скандинавской сейчас занимаюсь. И в тот момент для меня это был такой вызов, скажем, пробежать 10 километров и остаться в живых, я всегда говорила. Когда пришли на этот марафон, я увидела такие все спортивные, все молодые, видно, что они тренируются. Увидела своих знакомых учеников и так далее. Думаю, так, Катя, куда ты пришла? Зачем ты пришла? Потом думаю, нет, раз уж я пришла, я должна чисто преодолеть себя. Бежим марафон, 1, 2 круг, 3. Я не помню, сколько кругов было, но понимаю, что уже круги должны закончиться. Я вижу, что людей-то уже нет. Я бегу одна. Прибегаю самое последнее. Все же рады, все приветствуют. А я же это говорю. В жизни все относительно. Кто-то первый с той стороны, я первая с этой стороны. А жюри говорят, да, говорит, всегда рады первому и последнему. Почему? Первый классно, все это, а последний, ура, все закончилось, мы уже идем домой. А потом, когда вижу учеников, говорю, так, вы за сколько времени пробежали, вы за сколько? Они говорят, мы там после 2-го круга сошли, там кто-то еще сошли.
А я думаю, о, Катя, а ты пробежала все, как положено. Поэтому это тоже была большая победа для меня и значимая победа. Планируете ли вы реализовать в Таджикистане какой-то свой личный, может быть, проект? Если да, то поделитесь немножко с нашей аудиторией. Школа – это всегда проекты. В школе это всегда проекты, поэтому я уже вот отмечала, что у нас были проекты с Третьяковской галереей, это было два крупных проекта. Это мы изучали произведения русских писателей, и второй проект – это были вот художники Бахром Исматов и Далер Мехтоджев. Дальше у нас всегда идут экологические проекты, то есть мы сажаем деревья, собираем макулатуру. То есть для меня Таджикистан – это как часть нашей планеты Земля, и я и тут веду там раздельный сбор мусора, нахожу, куда сдать макулатуру, батарейки, детей всегда привлекаю, они говорят, ой, ну что там одна батарейка? Ну мы так все рассуждаем, думаем, одна батарейка, там 1 килограмм макулатуры, но когда нас сотни, когда нас тысячи, то это все переходит совсем на другой уровень. То есть, в моей жизни, конечно, в основном это образовательные проекты, с удовольствием в них участвую и привлекаю детей. Вот, кстати, у меня еще такое интересное дело. Я вообще учитель биологии и географии, но я увлекаюсь и литературой, и вот уже 3-й год дети участвуют в живой классике. Международный конкурс чтецов «Живая классика». 1-й год у нас были участники, там до какого-то уровня мы дошли, а в прошлом году у меня был финалист, я готовила ученика, который поехал в Артек. То есть он стал победителем на уровне республики в этом конкурсе. Это Лукманов Рустам. И вот он месяц был в Артеке, и у него тоже очень такие впечатления яркие. И следом подошел, сказал, а еще вот есть такие конкурсы, чтобы поехать в Артек, я хочу. И вот сейчас у нас этот конкурс вот находится прям, можно сказать, в активной фазе. Буквально на этой неделе у нас будет школьный этап конкурса, и дальше мы участвуем в следующих этапах. Про Чехова вот мы проводили крупное мероприятие, достаточное мероприятие в русском центре. Дети читали отрывки Чехова наизусть. И с биографией познакомились писателя. Были приглашенные, вот Саид Сангин, это ваш известный поэт, который занимается переводом нетленных произведений Руми, Амара Хаяма и других. И плюс у него своя прекрасная проза и поэзия. Я вообще всегда говорю, у меня такой принцип работы. Я вообще очень увлеченный человек. Если я чем-то начинаю увлекаться, я начинаю уже смотреть и то, и то. То есть я не люблю действовать вот ровно отсюда до сюда. Сделал одно мероприятие и забыл. У меня любое дело потом вырастает. Ага, к этому можно еще вот это притянуть. Вот сейчас акция «Дарим книгу с любовью». 14 февраля, помимо Дня влюбленных, еще акция, да, «Подари книгу с любовью». Сначала думаю, не заморачиваться. Думаю, нет, это ж интересно. Пишу объявления, пишу посты детям. Дети, давайте, девочка у меня одна, Сайфединова Аниса, она обучалась в школе молодого журналиста, тоже с моей легкой руки. И она, говорю, давай с тобой организуем, возьмешь интервью, что вы читаете, почему, для чего, нужны ли книги сейчас, может быть, уже вообще бумажные книги не нужны, сейчас интернет, электронные книги. То есть у нас сейчас запланирован социологический опрос, и разные конкурсы, и акция «Подари книгу другу, школу или еще куда-нибудь». Екатерина Геннадьевна, какие советы вы можете дать молодым учителям, чтобы они стали более успешными в своей профессии? Первый совет – это, конечно, любить свое дело. Любить то, что ты делаешь. Вообще это всегда энергия. То есть если учитель заряжен энергией, то и дети получают ее. Если учитель выдохся, если он мертвый, если мертвый, понятно, в кавычках. Мне, кстати, многие мои коллеги говорят, Катя, как ты… Кстати, я вот здесь начала вести свою страничку в Инстаграм. Я ее не вела раньше. Да, подпишитесь. Я хотела сказать, что не было необходимости, работала в сельской школе, все всех знали, все видели. А когда сюда приехала, понимаю, что каждому не расскажешь, где ты находишься. Плюс еще увидела колорит этой страны. Там женщины на реке, стирающие белье. Для меня это было потрясающе. Я
останавливаюсь, ну, иногда стесняются люди, чтобы фотографировали. Надо еще убедить, чтобы они согласились сделать фотографию. Там, для чего? Там, я не знаю, люди, которые, там, ты идешь, остановился на обочине дороги, мы, я помню, ехали из Гисара, и тут хлопковые поля, которые я, ну, никогда не видела в своей жизни. Так, подошли, остановились, ага, тут такой арык, через него не перебраться. И мы стоим, тут думаем, как же нам перебраться? Мы пока стояли, напротив были мужчины. Они уже идут с досками, они нам кладут эти доски, переводят через эти арыки. Мы любуемся этим хлопком, там, трогаем на ощупь, осязаем, созерцаем. Они уже нам говорят, так, давайте мы вас чаем напоим, и то, и все, и все. То есть вот ты даже не успел подумать, а люди уже сделали то, что тебе нужно именно в этот момент. Поэтому еще раз любить, ценить, вкладывать свою душу, вкладывать свою энергию, потому что именно энергия, она заряжает детей, и они хотят учить. Есть ли какие-то рекомендации для студентов и учеников, чтобы они улучшили свое обучение и пришли к саморазвитию? Да, конечно, для каждого ученика у меня всегда есть рекомендации, всегда даю советы. Первое – это ставить цели. Ну, иногда бывает ставят там огромную цель, ну, это как гора, кажется, что она вот рядом находится совсем, да, ну, вот сейчас мы можем открыть окно, увидеть горы. Ну, кажется, рукой подать. Но на самом деле, если мы сейчас будем до нее добираться, мы не можем до нее никогда не дойти, да. А когда мы свой путь разбиваем на маленькие цели, достижимые, которые мы можем реализовать в течение одного дня, там, недели, месяца, то с каждым шагом мы становимся все ближе и ближе к этой вершине. Точно так же и педагогическая деятельность, по сути дела, это стремление всегда к вершине, и заранее зная, что ты никогда до нее не дойдешь, потому что ну, все так меняется очень быстро. И я всегда рассказываю принцип черной королевы, это принцип из биологии, кстати. А суть его в том, что чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать. То есть и тот, кто не успевает в этой гонке, вот в этом движении, это с точки зрения биологии, биологические виды, они исчезают. То есть они становятся, ну, палеонтологическими находками. Точно так же и мы, вот и учителя, и детям говорю, понимаете, чем раньше вы начнете движение к своей цели, профессионально прежде всего, да, потому что любой человек это должен реализоваться в профессии, а реализация профессии позволяет реализоваться потом в семье, в своих мечтах и так далее. Ну, все как по Маслоу, да, то есть сначала базовые, а потом уже вот это духовное наше рост и все остальное. И поэтому, чем раньше осознает любой студент, это ученик, что надо совершенствовать, любые победы, прежде всего, это победы только над собой. Вот то же самое касается и конкурса профессиональных. Тут все учителя уникальные, все со своим опытом, со своей энергией, со своим характером. И у каждого учителя мы берем то, что именно нужно нам. Даже у плохого учителя можно научиться, как не надо делать. Или иногда плохой учитель подталкивает к тому, что ты должен сделать, научиться сам достигать целей. Есть же такое выражение, что самые лучшие мамы – это ленивые мамы, да? То есть та мама, которая все делает за ребенка, она воспитывает потом эгоиста, который ничего не хочет делать. А та мама, которая ничего не делала, в конечном итоге стимулирует ребенка, и он становится каким-то выдающимся, достигшим каких-то определенных целей. Не обращал на это на самом деле внимания, но сейчас, да, пока вы рассказывали, я так у меня сразу и моя мама, и ну, очень много сразу мам как-то у меня перед глазами стало, и действительно я задумался. Чаще всего те дети, у которых есть все, у них нет стимула двигаться, у них нет стимула там чего-то стараться, у них есть все. Я вообще сама родилась в Сибири, в многодетной семье, меня воспитывала одна мама, и еще раз, если бы я когда-то предположила, что вот мой путь дойдет до международного проекта, я была бы удивлена, и считаю, что именно вот то трудное детство – это основа того, что я сейчас вот достигла. Екатерина Геннадьевна, чем вы занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас любимое хобби, любимое дело? У меня свободного времени. Кроме работы. У меня свободного времени получается вообще очень мало. Нет, свободного времени я имею в виду, когда я ничем не занимаюсь. Я вообще всегда очень занята. У меня много разных дел. Я вообще увлеченный человек, очень увлеченный. Я люблю рисовать. У меня есть свои даже какие-то там рисунки, какие-то творческие работы. Понятно, они моего уровня, но как бы людям нравятся, и мне тоже получают это удовольствие.
Я могу шить, я могу вышивать, я могу вязать. То есть вот этим всем навыкам, конечно, обучила меня в детстве моя мама. Я могу делать кукол из природных материалов, тряпок. Ну, вернее, не могу, я это все делала уже. Я вообще всегда учусь тому, чего я еще не умею. То есть выжигаем, лепим из глины, вот скандинавская ходьба. Естественно, хожу в театр, в музей, в кино, на выставки обязательно, все, какие бывают в Таджикистане выставки, потому что вот именно там встречаешь вот этих уникальных людей, творческих, со своими проектами, со своей энергией, со своими работами. Что еще я люблю? Да, еще я увлекаюсь танцами, занимаюсь бачатой. Здесь тоже уникальное сообщество танцевальное. Люблю очень. Нравятся ли вам таджикские национальные блюда? И какие из них вам особенно по вкусу? Ну, таджикская кухня уникальная, очень вкусные блюда. Ну, плов – это, естественно, самое традиционное, самое известное блюдо. Ну, и куртук меня поразил, и самбусы, конечно, особенно, ну, думаю, с тыквой. Обычно люблю с мясом. Но поняла, что с тыквой – это тоже очень вкусная самбуса. Так, какие еще блюда ваши таджикские? Ну, наверное, на этом остановимся. Да, кстати, хожу в разные национальные рестораны, чайханы, дегустируем блюда, и рахат там, и, ну, в общем, все, какие здесь есть, стараемся посетить. Для того, чтобы вот именно знать сравнение, где как готовят. Екатерина Геннадьевна, а что Таджикистан дал вам? И как вы думаете, что вы даете Таджикистану? Ну, Таджикистан для меня, я всегда говорю, это страна возможностей. То есть именно здесь, ну, я смогла, наверное, реализовать свои вот эти вот мечты, только что сказала, там, рисовать, танцевать. Конечно, да, мне многие говорят, ну что это все в России, может быть, это было, не было. Я говорю, да, но почему-то у меня все это не складывалось. И только когда я приехала сюда, то есть у меня появилась возможность для всего этого, именно для реализации. Поэтому Таджикистан, еще раз повторяю, для меня, ну, это такое переосмысление, переоценка. Я бы даже сказала, ну, открытие второй жизни, да, вторая жизнь начинается, когда ты понимаешь, что у тебя закончилась первая. То есть это совсем новый уровень. Но все-таки это столица, да, здесь такие культурные мероприятия, которые для меня были недоступны, я жила в сельской местности. А здесь вот там Международный день там, Кореи, там еще Японии. У меня много друзей, кстати, из разных стран, из Монголии, из Японии, Кыргызстана. Сейчас уже вот так называю круг, и получается, что знакомые во всем мире. То есть ты переходишь на новый уровень, ты уже не какой-то местечковый, да, там Тихорецкий район, а сейчас у меня вот уровень мира. То есть для меня это вот переход на новый уровень, новые горизонты, новые встречи. Это, понятно, культурный обмен. Узнаешь о каждом народе. Если у тебя друг из Монголии, то ты хочешь, не хочешь, ты будешь все это узнавать. Причем ты будешь узнавать от первого лица, изнутри, именно вот эти нюансы, которые, ну, никогда ты ни в каком путешествии этого не увидишь. Если я поеду по путевке там в страну, да, я увижу ее, но я увижу ее вот так образно, да. Как турист. Там, как турист. То есть вот какие-то моменты, которые можно посмотреть и в интернете, а здесь именно изнутри прочувствовать, прожить свои ощущения, да, именно свое восприятие этого города уникального Душанбе, да, очень красивый. Жалко, конечно, что сейчас вот сносятся вот эти все здания, да. И принимая это как даже свою боль. Но в целом, конечно, красивый город, парки, ботанический сад. Для меня это место силы, заряда. Реки уникальные, горы. Это потрясающе. Тоже хожу, кстати, всегда в горы по возможности. Не всегда получается столько, сколько бы хотелось, но любая возможность – это выбраться в горы для путешествия. Вот здесь вот есть фирмы туристические, я используюсь их услугами. И всегда там встречаю уникальных людей. Кстати, вот такие знаковые встречи произошли именно в горах. Вот на озере Искандер-Куль у меня есть такая Лариса Аринина, удивительная девушка, тоже землячка из России. То есть мы с ней познакомились именно здесь. То есть многие люди из России, мы с ними столкнулись именно здесь, в Таджикистане, которых я бы никогда не встретила. Очень крутой эксперимент. То есть я благодарна Вселенной, ну, за каждого человека, за каждую встречу, которые произошли в моей жизни. Ну и за работу в Таджикистане, конечно. А в завершении, хотели бы вы оставить небольшое послание своим коллегам, ученикам и всему педагогическому сообществу в Таджикистане? Я желаю всем своим коллегам, всем ученикам
учиться, получать удовольствие от процесса прежде всего. Ну и, конечно, достигать результатов, радоваться этим достижениям, радоваться каждому дню, каждой минуте, потому что любая минута – это уникально, обмену, возврату она не подлежит. Екатерина Геннадьевна, спасибо вам большое. Для меня лично, я уверен, что для всех наших зрителей это было очень круто и запоминающееся. То есть я для себя подчеркнул очень много каких-то интересных моментов. И как минимум, что про притчу про путешественника и старца я ее точно запомню надолго. Вот. Спасибо вам большое. Было очень приятно пообщаться. Спасибо.